Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Я его ведущая Нала Ковя. Сегодня в программе. В преддверии Дня Победы и независимости Бадра Гунба внес инициативу об увеличении ежемесячных выплат отдельным категориям пенсионеров. В Баку прошла конференция, посвященная памяти выдающегося этнолога, журналиста, переводчика и конфликтолога Полы Гарб. Делегация из Абхазии прибыла в Нижний Новгород для участия в слете Всемирного фестиваля молодежи в составе 40 человек. «32 года назад, 17-18 сентября, абхазские войска продолжали операцию по освобождению Сухума от грузинских оккупантов. Сентябрьское наступление успешно развивалось. Сами стояли. 17 сентября противник был выбит со своих позиций перед Нижнегуместинским мостом. Продолжая наступление, части абхазской армии дошли до дачи Гречко. Освобождена Бырцха, населенный пункт Иликухона и Верхний Киласур. В этот же день министр обороны России Павел Грачев встретился с Владиславом Ардзенбо. Переговоры шли о прекращении абхазского наступления. На требование абхазской стороны обеспечить выполнение сочинских соглашений грузинской стороной, Грачев заявил, что Россия не может контролировать действия Шеварднадзе. Со своей стороны Шеварднадзе заявил о том, что некие мятежные генералы срывают выполнение соглашения. Шеварднадзе повторно объявляет о всеобщей мобилизации в Грузии, как и предыдущие мобилизации. Это также провалилось. Грузинский народ не желал погибать за территориальную целостность Грузии. В преддверии Дня Победы и независимости Бадра Гунба внес инициативу об увеличении ежемесячных выплат отдельным категориям пенсионеров. На 2000 рублей для героев Абхазии, кавалеров ордена Леона и медали за отвагу. На 1000 рублей для инвалидов Отечественной войны, семей погибших и умерших участников войны, а также семей добровольцев, погибших в 93-94 годах. Повышение затронет и резервистов, получивших ранения и увечья, а также семьи погибших резервистов. Дополнительно предусмотрено увеличение пенсии нетрудоспособным членам семей военнослужащих в случае их гибели при исполнении. В целом мера коснется 7884 пенсионера. Потребность в финансировании составит более 123 миллионов рублей в год. Отдельным законопроектом предлагается повысить пенсии гражданам, получающим персональные выплаты. Бадра Гунба принял делегацию из Татарстана во главе с заместителем премьер-министра Василием Шейхразиевым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области культуры. Президент отметил важность укрепления многолетних отношений, а также подчеркнул, что Абхазия всегда помнит помощь Татарстана в военные и послевоенные годы. Фазиль Шейхразиев поблагодарил за теплый прием и плодотворное взаимодействие. Мы заинтересованы в развитии культурного взаимодействия, в организации обменных гастролей между творческими коллективами Абхазии и Татарстана, в участии в фестивалях и форумах, проводимых как в Абхазии, так и в Татарстане, сказал Шейхразиев.
17 лет прошло со дня подписания в 2008 году договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Абхазией и Россией. Документ стал первым важнейшим соглашением, заложившим фундамент для развития всесторонних отношений между двумя странами и заложил основу долгосрочного стратегического союза в сфере политики, экономики, энергетики, транспорта, военно-технического сотрудничества, науки, культуры, образования, информации и здравоохранения. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба прибыл в Схинвал для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 35-летию провозглашения Республики Южная Осетия. Владимир Делба примет участие в первом международном экономическом форуме «Южная Осетия. Горизонты инвестиций», который пройдет в Схинвале с 18 по 20 сентября. Народное собрание Абхазии готово к любым изменениям, которые укрепят демократические институты и повысят доверие граждан к выборным процессам. Об этом говорится в заявлении пресс-службы парламента, сделанном по итогам дискуссий по вопросам реформы избирательного законодательства в Общественной палате 12 сентября. В заявлении обращается внимание на прозвучавшие в ходе встречи необоснованные и некорректные заявления относительно позиции парламента по вопросу избирательного законодательства. Народное собрание призывает всех участников общественно-политического процесса к ответственности и недопущению заявлений, которые могут вносить раздор и подрывать авторитет государственных органов власти, законно избранных народом Абхазии. 70 майнинг-аппаратов обнаружили и изъяли сотрудники милиции общественной безопасности Гудаутского района и районного отдела СГБ в селе Лыхна. В селе Лыхны выявлен крупный объект по добыче криптовалют. На охраняемой территории заброшенной фабрики функционировало 70 аппаратов по добыче криптовалют, мощность энергопотребления которых составила 195 киловатт-час. Данная майнинг-ферма установлена сотрудниками милиции общественной безопасности, отдела внутренних дел по Гудаутскому району и районного отдела службы государственной безопасности в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий. Все оборудование, принадлежащее Лакое Нателле Константиновне, сотрудниками правоохранительных органов, демонтировано и передано на склад Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам потребительскому и техническому надзору. В селе Мархиул изъяты 8 майнинг-аппаратов. Сотрудники УВД по Углрыбскому району выявили 2 объекта по добыче криптовалют. 6 отключенных устройств обнаружены в доме Бессариона Булискерия на улице Эшпа и 2 работающих аппарата в домовладении на улице Военно-Сухумская дорога, принадлежащая Шолту Тарасяну. Оборудование направлено на склад Госстандарта Абхазии. Вопросы обеспечения средствами индивидуальной бронезащиты специального отряда быстрого реагирования МВД Абхазии обсудил вице-премьер-министр внутренних дел Роберт Киут с генеральным директором научно-производственного предприятия «Класс» Михаилом Злыдневым. Роберт Киут и представитель МВД России в Республике Абхазия Сергей Галенков посетили предприятие российского разработчика и производителя средств индивидуальной бронезащиты, где осмотрели производственные мощности и выпускаемую организацией продукцию. В Абхазском государственном университете прошла конференция, посвященная памяти выдающегося этнолога, журналиста, переводчика и конфликтолога Полы Гарб. В мероприятии приняли участие ученые, общественные деятели, студенты и семья Полы Гарб. Смотрите репортаж Гунды Шоуа. В августе 2025 года исполнился год со дня ухода из жизни Полы Гарб, выдающегося этнолога, журналиста, переводчика, конфликтолога, медиатора, искреннего и верного друга Абхазии. Родившись и получив образование в США, Пола Гарб провела значительную часть жизни в Советском Союзе, окончив исторический факультет МГУ. Помимо блестящей научной деятельности, Пола Гарб активно продвигала мирные стратегии урегулирования конфликтов, сотрясающих современный мир, всей своей жизнью доказывая возможность гармоничного существования и взаимообогащения культуры и исторических традиций, непоколебимо веря в силу диалога как инструмента достижения взаимопонимания между враждующими сторонами. И сегодня здесь собрались близкие Полы, ее друзья, люди, которые ее хорошо знали,
с которым она общалась, с которым мы общались, слышали от нее такие вещи, которые может говорить только тот человек, который не просто любит Абхазию. Абхазию любить достаточно просто, в том смысле, что это красивая земля, удивительные ландшафты, но очень мало людей могут сказать, что они любят народ. Она была тем человеком, который действительно и уважала, и любила наш народ. Она сказала так: я изучала, как воспитываются дети в абхазских семьях. Я использовала этот опыт для воспитания своих сыновей. Абхазией и абхазским обществом Пол Гарб связывали особые отношения, глубокое взаимоуважение, любовь и надежда на установление справедливого мира. Она внесла огромный вклад не только в популяризацию абхазской культуры и традиций, но и в распространение в мире объективной информации о современной Абхазии и ее устремлениях. Значителен вклад Полы Гарб в развитие гражданского общества Абхазии и в преодолении последствий грузино-абхазской войны. В 1979-1982 годах она несколько раз посещала Абхазию в составе советско-американских геронтологических экспедиций, изучая феномен абхазского долгожительства. Побывала в различных городах и селах республики, встречалась со старцами и записала около 150 интервью. И так или иначе так получилось, что ее жизнь, ее судьба, и в нашей судьбе она была, но ее судьба оказалась связана с Абхазией. Очень много вопросов осталось к ней. И каждый раз, я не помню, чтобы я читала лекцию по системе воспитания, чтобы я обязательно ее не процитировала. Не только я, многие культурологи, психологи, все, кто занимается абхазоведением, наверняка ее все время цитируют. Чтобы понять целый народ, конечно, надо полюбить народ. Нельзя понять то, что ты не любишь. Только так и никак по-другому. То есть она не просто любила народ, который изучала, она всю жизнь дружила целыми семьями. Глубоко изучая абхазскую культуру, Пола Гарб особо отмечала ценность народных методов разрешения конфликтов. Писала об уникальности социальных механизмов, скрепляющих различные слои и группы, что способствовало единству и защите народа. Итогом научных изысканий в составе многих экспедиций в Абхазию стала книга «Долгожители», получившая широкое международное признание. Исключительное значение Пола Гарб придавала абхазским традициям воспитания детей и уважения к старшим. Так, по абхазским обычаям, она воспитала и своих детей. Мама нас воспитывала одна, поэтому чаще всего она нас в экспедиции брала с собой, поэтому мы с детства ездили не на курорты Абхазии, а в сельскую местность, жили в сельских семьях. И, конечно, это оставило очень яркое впечатление. И с тех времен и мы тоже прониклись ее любовью к Абхазии, к абхазской культуре, к гостеприимству. И для нас с детства мы воспринимали Абхазию не курортную, а Абхазию как культуру, как очень добрый, гостеприимный народ. Конференция была посвящена памяти этой уникальной женщины, которая на протяжении десятилетий терпеливо возделывала культуру мира на принципах уважения, равноправия, взаимопонимания и эмпатии. Именно поэтому имя Полы Гарб будут чтить не только в Абхазии и на Южном Кавказе, но и во многих других регионах планеты, где люди нуждаются в прочном и справедливом мире. Кунда Шоуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. С 20 января 2026 года свидетельство о рождении исключается из числа документов, по которым дети до 14 лет могут выезжать из России в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Вернуться в Россию по свидетельству о рождении смогут только те дети, которые выехали за рубеж до указанной даты, сообщили в консульском департаменте МИД России. Родителям рекомендуется заранее оформлять детям загранпаспорт по заявлению законного представителя, одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. Насколько данное нововведение усложнит пересечение границы гражданам России с детьми, не отразится ли это на турпотоке, прокомментировал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Безусловно, это проблема, и мы ее заметили, наверное, чуть больше месяца назад.
Мы обратились в свое Министерство экономического развития, мы обратились с просьбой поддержать нас Министерство туризма Абхазии. Вот. Мы надеемся, что до конца года эту проблему удастся как бы обсудить и найти какое-то взаимоприемлемое решение. Это, несомненно, снизит турпоток, вернее, это угрожает снизить пока турпоток, да, поскольку еще срок не наступил. Вот, оценить сложно, да, мы считаем, что около половины семей, которые прибывают в Абхазию, да, это родители с детьми, большая их часть, да, действительно, до 14 лет, соответственно, вот в действующей ситуации, я думаю, что это сотни тысяч подростков до 14 лет, которым потребуется оформлять загранпаспорт для пересечения границы России и Абхазии. Конечно же, если родителей нет загранпаспорта, вряд ли он появится у ребенка, да, и никакая семья не пойдет получать для одного из детей, там, для одного из членов семьи это загранпаспорт, если у остальных его нет. Поэтому, да, это серьезная проблема, которая угрожает снизить турпоток в Абхазию, скажем так, на сотни тысяч семей, даже не детей, а сотни тысяч семей. Это огромные цифры, мы этим очень обеспокоены. Как вы считаете, это было привилегией для Абхазии, и, может быть, семейные пары именно выбирали Абхазию, потому что сюда легко было приехать с детьми? Я не думаю, что это какой-то вот здесь злой умысел, да. Мне кажется, просто наши законодатели, они не до конца оценили последствия этого решения. Вот, или не понимали специфику пересечения границ вот в тех государствах, которые сейчас оказались в рамках этого решения. Это касается не только Абхазии, это и Беларусь, и Южная Осетия, и, по-моему, Казахстан, если не ошибаюсь, или Киргизия. Вот, поэтому здесь надо было все-таки чуть-чуть повнимательнее посмотреть вот этот нормативный документ, да, и исключить из него вот эти страны, которые являются одними из основных для поездок россиян, и, конечно, здесь должен действовать облегченный режим. Нам это тем более удивительно, потому что примерно в те же даты, там, с разницей в несколько дней, было принято решение о том, чтобы облегчить для дружественных стран, и таких стран тоже 3, да, Абхазия, Южная Осетия и Беларусь, облегчить туроператорам выход на эти направления, да, снять некоторые там бюрократические и финансовые обременения. И как эта ситуация, значит, совпала по времени, то есть с одной рукой мы как бы облегчаем нашим туристам дорогу в Абхазию, с другой стороны оказывается, что дети должны сейчас пойти получать эти загранпаспорта. Это не так долго, да, но вот мы знаем, что в России только четверть туристов имеют загранпаспорта. Соответственно, вот так теоретически мы в 4 раза уменьшаем возможный турпоток со стороны России в Абхазию. Я думаю, что и абхазская сторона, да, и мы должны действовать более активно вот в оставшиеся там несколько месяцев с тем, чтобы найти какое-то компромиссное решение, либо вернуться к старому порядку. На мой взгляд, он всех устраивал. Все-таки вы считаете, что какие-то послабления должны быть, и они будут для дружественных стран? Я думаю, да, и на самом деле та ситуация, которая была там 2 месяца назад, да, она вполне устраивала и погранслужбу, и туризм, да, и я надеюсь, законодателей она должна была устраивать. Вот. Мне кажется, да, здесь надо вернуться к той ситуации, которая была пару месяцев назад, до принятия вот этого закона. Первый рейс из Москвы приземлился в Краснодаре. Его встретили традиционной водяной аркой. После приземления к борту был подан трап, и экипаж приступил к высадке пассажиров. Краснодарский аэропорт возобновил работу впервые за 3 года 11 сентября. Я архитектор-дизайнер, живу в Краснодаре, очень много путешествую. Сейчас прилетела только что из Шанхая с 3 выставок по дизайну. И вот мне просто случайно повезло, я не брала обратный билет. Взяла билет Краснодар-Москва. И это вообще первый полет для меня очень знаменательный, потому что я очень много путешествую. Эмоции зашкаливают. Полет прошел абсолютно в штатном режиме. Необычный маршрут сегодня, не так, как раньше мы сюда летали. Но, слава богу, нашли выходы, как запустить сюда рейсы. Для нас большая честь сегодня открыть этот рейс. А сколько времени вы летели из Москвы? Мы летели порядка 3,5 часов. А ранее сколько занимало? Ранее чуть больше 2 часов. То есть это было напрямую, и сейчас мы летели уже практически над Сочи, над Геленджиком.
В Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко состоялась премьера оперы Анны Болейн, где в главной роли выступила народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава. По приглашению оперной дивы премьеру посетил президент Абхазии Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг. Анна Болейн – одна из самых известных опер Гайтано Доницетти. Партию главной героини в разное время исполняли величайшие сопрано мира – Мария Каллас, Монсеррат Кабалье, Джоан Сазерленд. Минтуризма объявила победителей видеоконкурса «Абхазия в кадре». В конкурсе приняли участие более 60 талантливых авторов, которые представили около 90 видеороликов о природе, культуре, традициях и туризме Абхазии. Жюри отобрало 10 лучших работ в разных номинациях. «Абхазия глазами детей» Соломон и Соломея Ашуба. За лучшее место в мире для кофепития Миран Бжания. За стиль Тина Чхаидзе. За атмосферу и точку зрения Марина Рудневская. За любовь к сухому Лера Аршба. За яркие краски Татьяна Майнькова. За открытие новых красот Саида Абухба. За смелый пролет Дмитрий Бобрусев. За национальный колорит Владимир Капуза. Острый кадр Леон Агарба. Победителям вручены дипломы и памятные подарки. Кого из вас не секрет, насколько важно позиционирование нашей страны в правильном виде и смысле. И по этой причине мы решили объявить в первый раз вот такой конкурс для того, чтобы охватить как можно больше людей в сегменте интернете, в разных соцсетях, только для того, чтобы мы могли представить нашу страну, красоты нашей страны. Безусловно, хочется еще большего, и я очень надеюсь, что в будущем и конкурсантов, и участников будет гораздо больше, и локаций будет гораздо больше и интереснее. Хочу в первую очередь поблагодарить, безусловно, всех тех, кто принял участие, а также сказать, что всего этого мероприятия не случилось бы, если бы не наши дорогие друзья, партнеры, те, кто нам оказал поддержку в реализации этого мероприятия. Я хочу отметить. Делегация из Абхазии прибыла в Нижний Новгород для участия в слете Всемирного фестиваля молодежи в составе 40 человек в возрасте от 18 до 35 лет, а также двое несовершеннолетних. Возглавляет группу вице-премьер, исполняющий обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии Тарач Хагба. Программа слета охватывает ключевые сферы развития молодежи, медиа и креативной индустрии, госуправление, предпринимательство, спорт, науку и образование, информационные технологии. В составе абхазской делегации и наш корреспондент Аэлита Арутюнян. Сегодня у нас были экскурсии. Впереди нас ждет вводная часть, которая уже началась. Нам выдали наши стильные и, кстати, качественные мерчи. Я очень рада, что я смогла попасть на такого рода фестиваль. Я уверена, что я уеду отсюда с массой теплых воспоминаний, и я, конечно же, получу очень много полезной информации, которая пригодится мне в будущем. Я принимала участие во Всемирном фестивале молодежи в Сириусе в Сочи. Я, конечно же, была очень рада, что смогла попасть на такого рода фестиваль. И когда узнала, что будет Всемирный фестиваль молодежи в Нижнем Новгороде, я сразу подала заявку, так как считаю, что нельзя пропускать такие образовательные программы, в общей сложности такие фестивали. И это все очень даже помогает в будущем, особенно для молодежи. В Волгограде стартовала всероссийская военно-патриотическая игра «Зорница 2.0». В церемонии открытия приняли участие команды из 89 регионов России, Абхазии, Беларуси и Южной Осетии, а также представители военно-патриотических организаций. Делегацию Абхазии возглавляет Звиат Шенгелия, сопровождает Умар Парцхалия. Участники из Абхазии выполняют задания по инженерной подготовке, тактической медицине, политической подготовке и командирским соревнованиям. Также проходит обучение в роли военных корреспондентов. Прорыв канализационной трубы произошел на набережной Сухума. В администрации города сообщили о риске попадания сточных вод в акваторию Черного моря. В связи с этим жители и гостей столицы просят воздержаться от купания в ближайшие несколько дней. На месте уже работают специалисты, ведутся ремонтные работы и устанавливаются причины происшествия. По причине механического повреждения произошел прорыв канализационной
центральной магистрали, идущей на очистные сооружения. Обстоятельства данного происшествия выясняются. Наши аварийные службы незамедлительно отреагировали. В настоящий момент подготавливаются все необходимые мероприятия для проведения и устранения этой аварии. Но существует угроза попадания грязных вод в акваторию Черного моря, Сухумской бухты в частности. То есть в районе Кортов особенно существует такая угроза. Поэтому администрация города обращается ко всем жителям и гостям столицы с настоятельной просьбой избежать в ближайшие 3-4 дня купания. В настоящий момент СЭС вместе с администрацией, думаю, даст информацию о полном запрете купания на эти дни. Благоустройство, генеральная уборка и новые детские площадки. Администрация Сухума запланировала ряд работ на старом поселке. По поручению главы администрации Сухума замглавы Константин Тарба провел выездное совещание. На месте осмотрели дома и обсудили проблемы протечек кровли в непогоду, вопросы обрезки деревьев, уборки дорог и дворов. Со следующей недели благоустройство займется генеральной уборкой улицы Назадзе и придворовых территорий многоквартирных домов, обрезкой деревьев на улицах Эшпа и Назадзе. Также обсудили состояние подъездов, коммуникации. Участники совещания рассмотрели варианты прокладки прямого транспортного сообщения между старым поселком и новым районом. Кроме того, управление городским хозяйством администрации города Сухум заказало 2 детские площадки для установки во дворах многоквартирных домов по улице Назадзе. И в завершении выпуска о погоде. В четверг, 18 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. С полудня погода ухудшится, дождь разной интенсивности, гроза, местами дождь с градом. Температура воздуха ночью 14-19, днем 19-24 градуса, температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.